немножко не до Шерон Стоун, да? Там есть ручка с короной. Подайте Веронике. Да, кстати. Я потеряла свое лицо. Мы пишем какой-то сейчас важный спектакль. Да. Ну что, Сережа? Ай, Серега, Серега. Для меня это какая-то очень классическая история травматизации, такой очень нарциссической травмы. Потому что, Сережа что? Сережа пришел к людям очень невротичным, с полными руками. Вот чем он есть, тем он и делился. Руки, которые его встретили, это руки были пустые или забирающие. Вот, и он, как-то со своей вот этой невротической частью пытался выстраивать отношения с той же Диной, как-то с ребятами, как мог. С чем он все время сталкивался? С насмешками, что называется, например, нарциссической травмой. Это когда, правда, над тобой смеются и делают это из раза в раз. Вот. И что, с чем человек сталкивается? Со стыдом. Когда человек сталкивается со стыдом, он делает вывод, я какой-то не такой. Если мы сталкиваемся с виной, мы сталкиваемся с тем, что мы что-то не так делаем, тогда мы можем какие-то свои действия исправить, поменять. А когда мы сталкиваемся со стыдом, это бьет в нашу идентичность. Я не такой. И вот во всей обстановочке он все время сталкивался с тем, что я не такой, и это в итоге его привело к тому, что таким, какой он был, он принял решение, что это ему мешает, его высмеивают. Он отказался от своих ценностей, отказался от того, что было для него когда-то важным. Я еще вспоминаю, я поменяла в свое время очень много школ, папа военный, я ездила, и мне приходилось в какой-то коллектив, входить. И это правда какой-то такой сложный, хочется отдать лучшее, завоевать, привлечь внимание, То есть или чтобы тебя вообще уже не замечали, или чтобы тебя приняли. И мне кажется, у главного героя в этом месте что-то происходит, когда он хочет быть такими, как они, и начинать жить эту не свою жизнь. Женщина, в общем-то, я не знаю, любил он ее, не любил, что происходило. То есть какой-то переломный момент я вижу здесь. А дальше, мы видим уже какого-то озлобленного человека, которому как будто нужно, не приняли меня так, но смотрите сейчас, я круче вас всех живу. Я сейчас вас, не вы меня в общаге в комнате принимаете, а вы ко мне на шашлыки сюда приезжаете. В конце когда спустя много лет он их собирает. Как будто есть момент, я хочу доказать, как мы часто очень родителям своим что-то доказываем, что из меня получится кто-то, смотри, мама, папа, чего я добился. Я увидела такую линию, что он как-то поранился в начале и выбирает какую-то стратегию поведения. И эта стратегия поведения проходит у него такой красной нитью через всю жизнь. Иногда это звучит, бывает у людей, в детстве мы бедствовали, и я дала себе слово, что я никогда не буду считать копейки. Я иногда слышу такие фразы, я дала себе слово, что я никогда не буду голодать. И живу, и у меня теперь не копейки, а куча, а что-то я несчастлив. Как будто бы иногда бывает такое, что моя жизнь пошла из какого-то вопреки кому-то, доказать кому-то. Жизнь как послание для кого-то. Да, и ему и важно было, и эта встреча такая финальная, когда, в общем-то, никто, ни у кого не было цели сказать, как там Серега жил-то, чего Серега добился, то есть никто как на него в этом ракурсе не смотрел. То есть это его личная какая-то, мне кажется, была личная его тема. Как и тема очень многих людей, когда мы кому-то что-то внутри себя доказываем своей жизнью, своими поступками. И ждем, когда кто-то скажет: о, класс, вау, ты крутой. А потом смотри, он воспользовался, может быть, это я грубо сейчас говорю, воспользовался, этой ситуацией, когда Дина остается в таком состоянии разбитом, эмоционально. И он оказывает ей поддержку, и в итоге она становится его женой. Мне кажется, это тоже может быть очень определяюще. Как я выиграл конкуренцию, она со мной. Я не знаю, выиграл конкуренцию, это может быть его внутреннее ощущение, что все равно она вышла за него замуж. Хотя в общем, она всем нравилась, И здесь, возможно, уже был первый такой его, победа такая, какая-то внутренняя. И это наслаивание того, что он из доброго превращается в какого-то такого доказывающего, достаточно жесткого,
в итоге. Мне кажется, вот это же такие поэтапные какие-то вещи. Но из того, что мы видим вот в спектакле, мне кажется, это была очень такая тоже важная, что она не просто его выбрала, оценила его, да, а он ей подставил как-то свое плечо, и, в общем, она, возможность благодарности какой-то, безысходности. И она же тоже, вот она была очень яркая девочка, и когда мы видим, она ухаживает за его этим дядей, да, то есть вот она какая-то поникшая, она тоже же вот не тот выбор сделала. И вот они уже вместе как пара, вот, да, получается, что, а как бы было, если бы, ну вот это тоже вот в финальной этой сцене, да, когда вот она видит этого мужчину, которого она любила, она видит его жену. Вот, то есть тоже мне кажется, что вот они вместе оказываются не в той жизни. Ну, они, в принципе, друг друга не выбрали. Просто ей, больше некому было. Ну, вот я говорю, безысходность, да. Да, и он как бы оказался единственным, кто может ее поддержать. Для меня это было еще как бы проявлением остатков его вот этих вот человеческих... Да, человеческих качеств, да. Я думаю, что он как раз-таки вот на этом, на какой-то своей вот этой щедрости, мужчина, который все-таки, нам кажется, что, мы не выбираем, но на самом-то деле это же и есть выбор. А дальше, да, идет его какой-то путь, где он становится вот таким циничным и отвратительным каким-то. Ну вот, не знаю, вызывал отвращение в конце. Да? Да, у меня да. То есть я смотрела на него и думала, как-то было так жалко, как так получилось. И правда, как так получилось, что вот он стал таким, для каким меня он стал. Потому что не было в конце отвращения. Для меня было в конце, немного его некоторая истерика уже, когда он собрал всех, и когда, он, правда, его поведение было таким очень кричащим. Наконец-то, я порадовалась за него, наконец-то он смог собрать этих дружочков, которые там, не знаю, один до сих пор, может быть, пользуется тем, что он там ректор или кто-то там помощник ректора и подписывает ему должность. Иди за свои качества получи должность, а не за то, что у тебя друг там при должности. Тогда, может, после вот этой вот как раз встречи, когда он столько лет, да, хотел что-то доказать, и вот он это все случается, вот, может, после этого он тогда и может начать жить. Вот как-то может как раз-таки, потому что справочка. Да. Мне кажется, в какой-то момент, когда они вдвоем остались разговаривать, может быть, для каждого из них и дошло, что, слушайте, это же реально полная иллюзия, когда мы думаем о том, что я могла бы жить другой жизнью, у меня мог бы быть другой партнер, все бы сложилось иначе. Нет. Ну, видишь, столько лет они, похоже, внутри каждый про это думал, и вот эта встреча такая финальная, да, она показывает, что это иллюзия. Да, что и на этот самом момент, деле... вот когда они уже вдвоем, да, вот здесь его вот эта человечность и невротичность, она снова проявляется. И тогда досада, что черт, неужели нужно заболеть раком, чтобы, да, вот, не знаю, понять, перестать доказывать. Или не про болезни это, а про то, что вот он их всех увидел, собрал, продемонстрировал, да, то есть, тут по-разному можно смотреть. Я не рассматриваю болезни как наказание, я бы думаю, что вот здесь в спектакле можно было бы посмотреть на болезнь как на метафору. Как послание какое-то, да? Да, болезнь как метафора чего-то, и здесь уже можно, конечно, включать фантазию, метафоры, чего она могла бы быть, что она дает, что она забирает, эта болезнь у него, да, вот, что у него вообще есть сейчас, и чего он хочет. Забирает как раз-таки не у него, а его из этих отношений, из той жизни, ради которой, он, условно говоря, предал себя и стал каким-то совершенно другим. И болезнь, не знаю, для меня это болезнь как освобождение. И тогда Дина, увидев эту справку, наконец-то поняла, что ей казалось, что она его не любит, а вот, что она сейчас его потеряет, и только тогда до нее дошло, что, возможно, вот жизнь единственный прожита, человек, да, который для нее что-то делал, он остался с ней, выбирал ее все это время. Не знаю, короче, у меня к нему как-то очень много симпатии и уважения. Иногда нам важно признаться, что то, что у нас есть, и тот выбор, который мы делаем, и та жизнь, которая у нас есть, это лучший наш выбор, это может быть лучшее, что с нами могло случиться.
Да, это, возможно, не соответствует какой-то нашей картинке в голове, как у меня должно было бы быть. Ну, ты видишь, этот классический пример, если брать, да, вот самый такой известный Скарлетт, да, в «Унесенных ветром», которая в какой-то момент понимает, да, что она сшила костюм, одела его на, там, условно, своего любимого, а все время любила другого человека. Ну вот в иллюзиях, да, и вот, а любила другого человека, и ее любил другой человек, да, здесь тоже, мне кажется, есть вот эта суть того, что иногда мы можем много-много лет мечтать о траве зеленее, но потом оказывается, да, что то, что у меня было, оно-то и было ценным для меня, потому что я это именно и выбирал. Ну да, и на самом деле именно на это я и способен. Мне кажется, тоже важно, чтобы человек понимал, что с тем содержимым внутренним, которое есть у каждого из нас, мы выбираем возможное для себя. Можем себе, конечно, рассказывать, что эх, ухах, если бы я захотел, или если я захочу, ну, на самом деле. Я что-то подумала, что хотела ли бы я маму привести на спектакль. И я подумала, что нет. Ну, потому что мне как будто хочется ее поберечь. А от чего поберечь? Как раз-таки от того, чтобы она не увидела, ну, какими они были и какими они стали, какими они входили в эту жизнь. Входили открытыми, какая моя бабушка там приехала из деревни, там деревенская женщина, и во что вот это, там, не знаю, им пришлось превратить свою жизнь, про какие-то разбитые надежды, про то, что как много всего, ну, потеряно, правда, чего-то очень важного и ценного. Например, ходить друг к другу в гости. Мы же перестали ходить друг к другу в гости. И мне кажется, это, ну, большая утрата. Вот это вот социальное взаимодействие. Да, они там куролесили, но вот в этом как раз-таки очень много, ну, какого-то такого невротизма. Их контролировали. Их с проверками. Это отдельная роль потрясающая просто, да, вот этой вот проверки в этом общежитии. И как перемолола их жизнь, с какими они столкнулись вызовами. Вот такое ощущение, что как через мясорубку. Вот если говорить про своих родителей. Я когда иногда об этом задумываюсь, ну, меня это очень трогает, и я прям, ну, у меня как-то слезы появляются. Я потому что, ну, смотрю там, например, на фотографии, какие они вступали в отношения. Ну, это какие-то все время компании, там, ну, гитары, невозможно да, найти фотографий, где они были бы, ну, там, вдвоем или по одному. Это все время какие-то люди рядом, все время. И вот во что это все превратилось? Кстати, когда думаешь о том, ну, как вот там жизнь их перемолола, в каких они условиях, как это повлияло на них, ну, как будто и обид меньше, например, да, становится, и требований меньше. Ну, что можно требовать у людей, которые, ну, правда, ну, в дефиците были, в дефиците всего. Они хотят от этого избавиться, компенсируя домами за границей, деньгами, должностями, вместо того, чтобы признать: да, я тот, кто, ну, родился в деревне. Да, и мои родители копают картошку. И он, несмотря на то, что он купил дома себе, он разбирается, какого колорадского жука, каким навозом надо удобрить. И это всегда будет у него внутри. Это пойдет в запись, скажите? Или это пойдет в нарезку вот этого нашего хихи? Потому что, мне кажется, вот в этом... В этом, да. Это много колорадского жука. Ну, и их основная проблема, что они хотят избавиться, замаскироваться, стать кем-то другими, и тогда они теряют. Я думаю, боже, я когда с ним познакомилась, это был прекрасный. Мы там могли смотреть фильм, он мог там, ну, как-то даже расплакаться, ну, в каких-то очень трогательных моментах. И я сейчас на него смотрю, ну, я не знаю, не могу его нащупать среди вот этого вот там, не знаю, машин, денег. И это, конечно, очень сильно там сказывается на то, как он живет и как чувствуют себя люди рядом с ним. Потому что стыдно? Стыдно, что я из деревни? Стыдят, обзывают, серый. Он для них серый, он же говорит: я серый, меня как будто нет, а я есть.
Когда мы начнем гордиться, что наши корни, они, ну, там, не знаю, не богемные, а правда какие-то очень земные, не знаю, от картошки с колорадскими жуками. Может быть, и как-то и собой, и нацией своей, и страной своей начнем гордиться. На терапию!